Легкая атлетика. А такая ли она легкая? Что нужно уметь, чтобы быть чемпионом в этом деле? Гора новостей на соревнованиях. Добро пожаловать на первенство Уфы по легкой атлетике. Соревнования идут целый день. Манеж полон спортсменов. Сейчас соревнуются девчонки. Легкая атлетика имеет массу преимуществ, ведь этот вид спорта развивает выносливость, быстроту реакции, укрепляет иммунитет и способствует правильному физическому развитию. Почему легкая атлетика называется легкой, если она совсем не легкая? Легкая атлетика сама по себе очень сложный спорт, и она называется легкой, потому что я считаю, что она гораздо легче, чем тяжелая атлетика. Как попасть на эти соревнования? Чтобы попасть на эти соревнования, нужно хорошо тренироваться, выступать тоже на других соревнованиях и верить в себя. Виды легкой атлетики достаточно разнообразные. Всего в этом виде спорта выделяют 5 основных дисциплин. Это прыжки. Они могут быть на дальность или через вертикальные препятствия. Бег с препятствиями, эстафетный бег, барьерный бег, кроссовый бег и гладкий бег. Все беговые виды легкой атлетики требуют от спортсмена выносливости и умения распределять собственные силы. Расскажи о соревнованиях. Эти соревнования городского уровня. Я на них побегу 800 метров. Сначала перед своей основной дистанцией я сделала разминку, и вот сейчас уже готовлюсь к самому старту. Чем хорош этот вид спорта? Я считаю, что легкая атлетика – это очень классный вид спорта, потому что он развивает все качества в человеке, дисциплину, физическую силу, и просто его очень интересно смотреть. Как ты готовишься к соревнованиям? Я хожу на тренировки 6 раз в неделю, также я бегаю самостоятельные кроссы и делаю различные работы. Спортивная ходьба является олимпийской легкоатлетической дисциплиной. Несмотря на кажущуюся легкость, спортивная ходьба требует от спортсмена большой самодисциплины. Метание. Их смысл заключается в перемещении снаряда на максимальное расстояние. Метать можно ядро, копье, молот или диск. Любой вид легкой атлетики считается очень полезным. Я выиграл дистанцию и, что могу сказать, бежалось тяжеловато, я боролся. Все равно, конечно, не личный рекорд, но как тренировку сойдет. Хорошо, впереди еще более серьезные старты и первенство России. Освоить технику бега можно благодаря отличным тренерам и регулярным забегам. Каждый спортсмен дополняет всем известную технику своими наблюдениями и фишками. Берите пример с этих девчат и только вперед! Оказывается, что видимая легкость – это всегда упорство и регулярный труд. Чтобы быть на пьедестале, нужно попотеть в зале и не раз. Арина Кузнецова, Вахид Халимов. Специально для «Горы новостей».